Рамки металлоискателя, где выпускники сдают все лишние вещи, места для общественных наблюдателей, помещения для медицинских услуг. Все здесь как на обычном экзамене, с одной лишь разницей, что этот ЕГЭ устный и продлится всего 15 минут. За такой короткий промежуток времени ребятам предстоит вспомнить весь запас иностранных слов. Сегодня выпускники прошлых лет сдают экзамен по иностранному языку. Это английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык. Экзамен они сдают устную часть, и поэтому он проходит необычно. В этой аудитории проходит подготовка. Они заполняют бланки регистрации, и следующий этап они проходят уже в другой кабинет и сдают устную часть экзамена. Процесс и условия прохождения экзамена не изменились, так же как страх и волнение перед получением задания. Среди тех, кто один раз уже прошел испытание, но снова сдает экзамен, есть и Хасан Касиев. Молодой человек поделился своими впечатлениями. Так ли страшен ЕГЭ, как о нем рассказывают, и на какие баллы он рассчитывает на этот раз. В прошлом году подавал, конечно же, но не вышло, потому что у меня по некоторым предметам баллы не очень. А так я хочу и стремлюсь, и, наверное, скорее всего, я и добьюсь своей цели. Я хочу поступить в МГИМО или в МГУ на экономический факультет. Я думаю, что готов и хорошо сдам. А так готовился с репетитором своим. Выпускники расположились в 14 аудиториях, половина из которых задействована для подготовки к проведению экзамена. Здесь ребята заполняют бланки регистрации, а организаторы проводят краткий инструктаж. Сам же экзамен проходит за компьютером уже в другой аудитории. В целом ребятам нужно выполнить 4 задания. В первом требуется прочитать научно-популярный текст, во втором выпускники должны ознакомиться с рекламным объявлением и задать к нему 5 уточняющих вопросов. В третьем описать одну из 3 предложенных фотографий, составить 12-15 предложений. Последнее задание предлагает сравнение 2 изображений на основе предложенного плана. Каждое задание выдается после того, как сделано предыдущее. Во время ответа учеников ведется аудио и видеозапись. В среднем на подготовку дается 1,5 минуты. Сдают сегодня экзамен 50 человек, 48 из которых выбрали английский язык и всего 2 человека немецкий. ЕГЭ по иностранному языку считается одним из самых объективных экзаменов. Из-за устной формы его проведения и ограниченности во времени у выпускников школ отсутствует какая-либо возможность пользоваться подсказками. Да и, как отмечают организаторы, в последнее время все больше детей полагаются только на свои знания. Гораздо меньше пытаются пронести телефон, гораздо меньше шпаргалок, все гораздо меньше стало. Почему? Потому что, я думаю, они уже начали понимать, что действительно знания хотя бы минимальные, тем более пороги спустили, которые они могут сдать и получить аттестат. И сегодня намного дешевле и выгоднее учиться, чем пытаться купить такой очень дорогой телефон, его пронести, и потом без права пересдачи остаться. Это намного дешевле учиться. Результаты устного ЕГЭ будут суммироваться с баллами письменного экзамена, который выпускникам еще предстоит сдать уже 2 апреля. По итогу этих 2 испытаний станет известно, удалось ли ребятам набрать необходимое количество баллов. Жарайдат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24.